О самых заметных сегодняшних событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Вы смотрите «Итоги дня» в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И коротко о темах. Один подрыв с использованием 1 тонны взрывчатки. В целях недопущения затопления проведены взрывные работы на реке Лени ниже устья реки Вилюй. Утвержден сводный план привлечения дополнительных сил и средств. В Мирном обсудили подготовку Алмазного края к пожароопасному сезону. Вся работа проведена силами самих жильцов, которых поддержала управляющая компания. Во дворе многоквартирного дома в городе Ленске завершилось благоустройство. По всей стране началась череда последних звонков. Традиционная линейка в центре города прошла и для учеников Якутской кадетской школы. Традиция встречи теплого времени года. Согласно якутскому календарю, с сегодняшнего дня наступило долгожданное лето. В целях недопущения затопления поселка Сангары и села Аргас Кобяйского района проведены взрывные работы на реке Лени ниже устья реки Вилюй, где стоял большой пласт льда. Был произведен один подрыв с использованием 1 тонны взрывчатки. Уровень воды у поселка Сангары идет на спад. За 4 часа уровень снизился на 25 сантиметров и идет густой ледоход. У села Арбын Намского района, где объявляли режим чрезвычайной ситуации, уровни идут на спад. На реке Колыма нижняя кромка находится ниже Среднеколымска. Уровни отмечаются ниже критических. На реке Березовка у села Березовка незначительное превышение критических уровней. Вода зашла в 2 дворовые территории. Федеральную трассу Колыма временно закрыли. Через участок на 295-м километре отведут паводковые воды. Временно будет приостановлено движение транспорта в сторону Тампонского и Аймиконского районов. Это сделано для того, чтобы спасти от подтопления населенные пункты Черкех, Барабул и Итыккёль в Татинском районе. Как только вода спадет, участок дороги оперативно восстановят. Это займет не менее 3 дней. И об этом в ходе брифинга заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев. За минувшие выходные мы получили 2 новых размыва на региональной дороге Амга в районе речки Мингири и на региональной дороге Амга в Усть-Майском районе возле села Петропавловск. Проезд там закрыт. По муниципальным дорогам на сегодняшний день наиболее сложная обстановка сохраняется и отсутствует транспортный проезд в селах Кептин горного улуса и селах Тюлях, Танда, Усть-Алданского района. Здесь по заявкам муниципалитетов отрабатываем по приобретению, вернее, предоставлению вездеходной техники для обеспечения населения продуктами и товарами первой необходимости. В Мирном обсудили подготовку Алмазного края к пожароопасному сезону. На сегодня уже утвержден сводный план привлечения дополнительных сил и средств для борьбы с лесными пожарами. Создан оперативный штаб. Решениями представительного органа предусмотрено выделение межбюджетных трансфертов поселениям района на мероприятия в области пожарной безопасности на сумму свыше 44 миллионов рублей. На системы оповещения, обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов, обеспечение поселений источниками наружного водоснабжения. Именно по Мирнинскому району пожароопасный сезон открывается с 22 мая. Администрации, власти, службы района все погружены. И сегодня, если в отличие от прошлого года, в прошлом году в эту дату по району было 3 пожара, то в этом году у нас нету ни возгораний, и ни пожаров тоже нет. Ни в лесах и ни наземных иных категорий. Конечно, район в прошлом году хорошо подтянулся, и сегодня мы тоже видим, что администрация района очень, как говорится, проникся этим вопросом и большие ассигнования выделил муниципальным образованием. И сегодня муниципальное образование работает над устранением предписаний надзорных органов. Продолжается предоставление мер социальной поддержки семьям участникам специальной военной операции. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя правительства республики Георгий Степанов. Так, медицинскую и социальную реабилитацию прошли 201 военнослужащий и 258 членов их семей. 90 членов семей получили материальную помощь для выезда к месту лечения военнослужащего. 31 семья получила помощь в газификации жилого дома. 51 родитель бойцов воспользовались правом на санитарно-курортное лечение. Кроме того, продолжается работа по оказанию содействия в трудоустройстве.
Также напомню, что у нас в республике продолжается работа по подготовке к открытию отделения Государственного фонда по поддержке участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В соответствии с указом президента Российской Федерации, региональное отделение в Республике Саха-Якутия начнет свою работу 1 июня текущего года. Практически каждая организация, каждое предприятие республики вносит свой вклад в помощь якутянам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Свой вклад внесли и сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по республике. По инициативе Молодежного совета организации был организован сбор вещей для бойцов, которые получили ранения в ходе СВО и сейчас находятся на лечении в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. За несколько дней сотрудники налоговой службы собрали более 250 килограммов одежды и предметов первой необходимости, которые в скором времени будут доставлены адресатам. Кроссовки, тапочки, нательное белье, футболки, куртки, рюкзаки и многое-многое другое. Когда о нашей акции узнала Светлана Владимировна Диодорова, это председатель комитета семей воинов Отечества по республике Саха-Якутия, она вызвалась оказать нам помощь при перевозке груза. То есть нас встретят в Москве и в Санкт-Петербурге. Договорились с авиакомпанией «Якутия», которая поможет нам перевести этот груз. В этом году Якутская республиканская клиническая больница отмечает 180 лет со дня основания. 180 лет назад это была весьма скромная лечебница. Сегодня на месте скромных деревянных зданий появился целый медицинский кластер, объединяющий 6 современных корпусов, в которых расположены 11 отделений. В больнице трудится около 2000 высококвалифицированных врачей, медсестер, лаборантов и других медицинских специалистов. Якутская республиканская клиническая больница сегодня многопрофильный современный больничный кластер, оказывающий специализированную экстренную и плановую медицинскую помощь населению республики. В 1992 году уже очень много было деревянных зданий, были все двухэтажные, и, конечно, очень было опасно, противопожарной безопасности. Ну, сейчас, сегодняшний день, все у нас наши лечебные корпуса находятся в каменных зданиях. Благодаря нашему правительству, Министерству здравоохранения, Ильдархана, поэтому сейчас очень компактно находимся и работаем на благо развития столичного здравоохранения республики. По всей стране началась череда последних звонков для школьников. На торжественной линейке для 51-го ученика Якутской кадетской школы прозвучал последний школьный звонок. Подробнее об одном из самых ярких моментов в жизни каждого человека расскажет Галина Чекурова. В этом году последние звонки школьников начались на пару дней раньше. И если ранее торжественные мероприятия, символизирующие последний школьный день, проходил 25 мая, то сейчас было принято решение провести его 22 и 23 числа. Доброй традицией для Якутской кадетской школы является торжественная линейка на главной площади Якутска, площади Ленина. Одним из выпускников является Кирилл Ефимов, старший сержант кадетского корпуса, отличник учебы, призер предметных олимпиад и научно-практических конференций, а также многократный призер соревнований по вольной борьбе. После сдачи ЕГЭ Кирилл планирует поступить в Казанский федеральный университет на инженера. Я сильно взволнован. Все-таки это мой последний день. Я хочу красиво выступить и достаточно счастлив, что закончил свою кадетскую школу. Я зашел в кадетскую с 7 класса, уже 5 лет, как и вот сейчас заканчиваю. На самом деле у меня двоякое чувство. Я одновременно и счастлив, одновременно и немножко буду скучать по школе. Выпускникам на торжественном мероприятии было сказано большое количество напутствующих слов, ведь перед ними стоит самая ответственная задача – выбор вуза и будущей профессии.
Прежде всего, своим выпускникам пожелал бы это все-таки достижение всех поставленных целей и задач, тех вызовов, которые они перед собой ставят, реализации себя как людей, как граждан, как патриотов, как защитников своего отечества. Отметим, что главное испытание выпускников состоится на этой неделе. Уже в эту пятницу бывшие школьники будут сдавать единый государственный экзамен по литературе, химии и географии. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Последний звонок прозвенел и для учеников республиканского лицея-интерната. Школа считается одной из лучших не только в республике, но и за ее пределами. Так, за 2022 год лицей занял первое место в рейтинге топ-20 школ Дальневосточного федерального округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Примечательно, что последние звонки школьников начались на пару дней раньше. Такое решение было принято в связи с тем, что единый государственный экзамен в этом году проводят в более ранние сроки. В этом году республиканский лицей-интернат выпускает более 140 учеников по 6 направлениям. Перед выпускными испытаниями ученики политехнического класса республиканского лицея-интерната прошли обряд благословения Алгыс. Сегодня последний звонок. Какие чувства ты испытываешь? Весьма двоякие чувства, поскольку окончание школы – это всегда трепетный момент, который ты встречаешь либо с грустью, либо с радостью перед новыми открытиями. Куда ты хочешь дальше поступать, думаешь? Ну вот тут, наверное, в СУФУ. На кого? Ну, хочу на архитектора. Как бы ты охарактеризовала свой класс? Давай тремя словами. Не знаю, наверное, дружный, веселый и спортивный, да. Какими эмоциями ты уходишь со скамьи школьной? Счастьем и удивлением, и, получается, незнанием, что у меня ждет. Согласно утвержденным датам, уже на этой неделе начнутся выпускные испытания, основной и единый государственные экзамены. В этом году в Мирнинском районе 988 выпускников 9 классов и 350 выпускников 11. О том, как готовятся школьники и какие чувства испытывают, расскажем в сюжете далее. Более 1300 школьников Мирнинского района сдадут выпускные экзамены. Совсем скоро первые испытания ждут учеников 9 и 11 классов. Им предстоит сдать экзамены по выбору. Самыми популярными предметами среди выпускников традиционно стали обществознание и информатика. Предпочтения 11-классников тоже неизменны. В основном наши выпускники после 9 класса 40-50%, иногда это каждый год меняется, поступают в среднее профессиональное обучение в нашем местном учреждении Мирнинский региональный технический колледж. 11 классы, как традиционно у нас, как правило, выбирают вузы за пределами Республики Саха-Якутия. Чем ближе пора экзаменов, тем сильнее волнение, признаются школьники. Многие выпускники стараются уделять как много больше свободного времени на подготовку, даже если хорошо знают предмет, который им предстоит сдавать. Конечно, волнуюсь. Это же государственный экзамен, важный этап в жизни. Подготовка занимает очень много времени, почти половину, мне кажется. Особенно с профильной математикой, там очень сложные задания. Требует много усердия, усилий, сидеть за компьютером и учить задачки. Я сдаю 3 экзамена: профильная математика, обществознание и русский язык. Хотел бы поступить в Петербург, в Государственный университет СПбГУ на маркетолога. Всего в Мирнинском районе будет работать 10 пунктов сдачи экзаменов. Каждый пункт оснащен всем необходимым оборудованием. Сегодня во всех школах района выпускники сделали выбор предметов, знают расписание экзаменов, активно штудируют экзаменационные задания и, конечно, надеются получить счастливый КИМ. Анна Васильева, Мирный. 50 алданских школьников посвятили в юные железнодорожники. Отличительные знаки ребята получили за обучение в фирменных классах акционерной компании «Железные дороги Якутии». На церемонии побывали наши коллеги.
Локомотивное депо акционерной компании «Железные дороги Якутии» – пожалуй, самая привлекательная экскурсионная площадка для школьников. Здесь много интересного, да и когда еще побываешь в кабине тепловоза. Этот учебный год для Алданской гимназии и школы с углубленным изучением предметов прошел под патронатом железнодорожников, которые в качестве эксперимента апробировали фирменные классы для старшеклассников с профессиональным уклоном. Но мы затеяли вообще профессиональные фирменные классы прежде всего, чтобы сориентировать наших детей на те профессии, которые нужны нашей республике. Потому что мы проводили анализ. У нас достаточно большой процент наших выпускников, они выезжают за пределы, поступают, там остаются. А мы бы очень хотели, чтобы наши выпускники вернулись сюда, в Алдан, чтобы они работали в нашей республике. И, естественно, мы обратились к тем компаниям, которые являются нашими местными республиканскими компаниями, которые лидеры. Все знают о том, что мы планируем строить дорогу на Магадан, поэтому нам нужны специалисты, и мы поэтому готовим уже детей со школьной скамьи. Нам нужны эти фирменные классы. Эксперимент прошел на ура. За год ребята побывали практически во всех подразделениях компании, прослушали уроки лекций о железнодорожном производстве. Вместе со школьниками опыт нарабатывали и представители железных дорог Якутии. В новом учебном году работу с профессиональными классами планируется продолжить и вывести на другой уровень. Перспективы у нас самые различные. Если дети оканчивают школу уже в этом году, будь то 9 или 11 класс, мы предлагаем им поступить либо в транспортный техникум Нижнего Бестяха, города Тынды. Если это 11 класс, то это Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Дети, которые остаются в школах, гимназиях, будут получать далее образование в фирменных классах, но наш спектр обучения расширяется благодаря содействию Нижнебестяхского транспортного техникума. Мы хотим применять вводную методику техникума для того, чтобы давать уже более углубленные дисциплины ученикам из фирменных классов. Старшеклассников, которые прошли детальное знакомство с профессией, а это 9 класс гимназии и 8 школы с углубленным изучением отдельных предметов, посвятили в юные железнодорожники. Фирменный значок также получили 8-классники Алданской гимназии, которым предстоит в новом учебном году окунуться в сферу железнодорожного производства и транспорта. Руслан Павлов, Сергей Жибачев, Александр Лукин, Алдан. В рамках программы поддержки местных инициатив за 5 лет совместными усилиями исполнительных органов власти и населения республики введено и обустроено свыше 1920 объектов в муниципалитетах Якутии. С начала реализации программы число участников со стороны жителей республики кратно увеличилось. Количество поданных от населения заявок по проектам увеличилось более чем в 8 раз. Количество участников итоговых собраний выросло более чем в 17 раз. В этом году на первом месте находятся объекты по обустройству дорог. Также значительное количество проектов связано с благоустройством мест проживания и направлены на благоустройство территорий. Во дворе многоквартирного дома по улице Нюйская, 5 города Ленска появились новые лавочки, цветники и другие предметы благоустройства. Вся работа проведена силами самих жильцов, которых поддержала и управляющая компания, взяв на себя большую часть расходов. Этот случай редкий. Мало когда управляющая компания пойдет навстречу жильцам и возьмет на себя большую часть расходов, понесенных с благоустройством такого масштаба. Во дворе этого 16-квартирного дома была проведена большая работа. Отсыпана территория, завезено более 500 кубов ПГС, установлены новые лавочки, вазоны для цветов, а также видеонаблюдение и диодное освещение. На общедомовом собрании, прошедшем в эти выходные, было решено еще установить и домофоны. Установка домофона является для сохранения общего имущества, ставится, чтобы посторонние граждане не заходили, не мусорили и так далее. То есть обеспечивает вас безопасностью. Стоимость домофона, которую мы сейчас нашли, 117 866 рублей.
Инициатором всех вышеперечисленных изменений стал один из жильцов Андрей Орлов. Молодой человек живет по Нюйской 5 уже 4 года и рассказал нам, что во дворе не было совсем никакого благоустройства. Всегда перед домом скапливалась большая лужа. Обращения в управляющую компанию оставались без внимания. После долгих мучений жильцы решили ее сменить, и дела сдвинулись с мертвой точки. Получается, на все благоустройство 70% затрат взяла на себя управляющая компания «Маяк» и 30% мы жильцы. Но мы взяли затраты те, но это, грубо говоря, наши хотелки жильцов. Это вот видеонаблюдение мы, да, установили за свой счет. Там нюансы, там кодовые замки поставили, да, и так далее, и тому подобное. Остальное все взяла на себя все затраты и управляющая компания. А затрат вышло ни много ни мало 200 тысяч рублей. Но на этом жильцы останавливаться не собираются. В планах установить мусорные баки и привести в порядок подъезды. Лавочки, урны и клумбы жильцы установили своими руками. Вот эти скамейки, вот эти будущие цветы, вот это все, это организовал этот человек. Мы соседи, только все по возможности помогали. Он такой молодец, поставил камеры. Вы посмотрите, как красиво он все это сделал. Он каждый вечер выходил и работал. Люди, глядя на него, тоже стали выходить. Наш руководитель, она очень ответственная. Она настолько вот серьезный человек, всегда старается откликаться на все наши просьбы. Сегодня жильцы планируют установить видеонаблюдение в подъездах, озеленить придомовую территорию, высадить цветы, а также заняться второй частью благоустройства – высадкой деревьев и ограждением территории. Светлана Валеева, Александр Ильчук, Ленск. На протяжении 5 лет в Якутии 22 мая отмечают День Саилыка. Саилык – это летняя ферма. Развитие таких форм хозяйств значимо для республики не только для сохранения национальных традиций, но и для экономики. В этом году больше всего летних ферм в Усть-Алданском, Сунтарском и Мегино-Канагаласском районах. В последние годы на их строительство из госбюджета республики направлено более 75 миллионов рублей. В этом году на Саилыки у нас должно выйти около 41 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе почти 19 тысяч коров. Ну, будем считать, что четверть крупного рогатого скота. Период очень важный. Все мы знаем, что большая часть молока у нас производится именно в летний период. 2000 человек на летний период обретут для себя временное новое место работы. Сейчас, конечно, с паводковой ситуацией работа немножко в некоторых улусах приостановились, но я думаю, скоро все войдет в русло. Согласно якутскому календарю, с сегодняшнего дня наступило долгожданное лето. С древних времен хранится традиция встречи теплого времени года и передается из поколения в поколение. Сегодня студенты колледжа культуры и искусства провели обряд встречи лета. Исполнили национальное пение «Таюк», благословили от злых духов, танцевали осохой. В колледже традиционную культуру начали изучать еще с конца 90-х годов прошлого века. Вдохновителями были Афанасий Федоров и Анатолий Васильев. Сейчас студентов обучают традициям народа Саха по программе «Кюнеркен». Сегодня мы реконструировали старинный обряд «Встреча лета». Здесь проводится очищение. Ребята первый раз делают алгыс, обряд алгыс. И здесь именно с помощью преподавателей ребята делают первые шаги к такому серьезному делу. И оканчивая наше образовательное учреждение, такие же обряды проводятся повсеместно. Этнопоказ дизайнеров Якутии состоялся в культурном центре «Сергеляхские огни». Этнодефиле приурочили к празднованию Никольного дня. Дизайнеры, мастера по пошиву праздничной одежды кесаху, модельеры и народные мастера представители зрителям летние якутские национальные линии одежды. Также свои работы показали ювелирные мастера. Дефиле модного показа сопровождалось выступлениями звезд якутской эстрады. Помимо представления, на протяжении дня в культурном центре работала выставка-ярмарка. Умельцы выставляли свои украшения, традиционные летние одежды и якутскую посуду из глины и дерева, а также аксессуары в этнической тематике.
На сегодня у нас все, но мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь с нами.